Когда абхазский космонавт полетит в это пути, он первым делом будет искать свой уголок. И неизменно его найдет. Ну, знаете, нам часто задают космонавты вопрос, а не страшно ли вам, особенно про народ об этом. Но дело в том, что подготовка занимает многие годы в этом плане. И потом путь к первому старту – это основная цель каждого человека, космонавта в этом плане. И поэтому, когда садишься вот в кресло, занимаешь рабочее место в этом плане, и когда звучит команда «Подъем», не знаю, у меня вот чувство какой-то радости. И потом мы все как под околым мечом ходим под медициной. Вот могут даже перед стартом тебя, если параметры физиологически не устраивают, медицинскую комиссию, могут от старта отстранить. А здесь уже тебя никто не строит. И поэтому, ну поэтому насчет вот страха я как-то сказал отрицательно. Ну и об этом даже говорил мой пульс. Он по записям где-то он не превышал 80. Но это очень хорошо. Ну, сказать, у Гагарина было где-то под 130-140 вот, в момент старта. Он не знал. Но мы это все питаемся впечатлениями, мнениями своих предшественников. Это во многом успокаивающих факторов. К сожалению, отец погиб 10 августа 1942 года, когда мне было, собственно, 1,5 года. Поэтому в памяти об отце не сохранилось. В свое время я, будучи студентом, под Ржевом нашел братскую могилу, в которой он похоронен. Комбат, 1942 год. В те времена комбата больше 2 недель не жили. Братская могила, где похоронено 13 тысяч наших защитников. Человечество дорого заплатило это за войну. Миллионами людей в этом плане. И то, что современное поколение забывает об этой истории, это недостойно, понимаю, их. Мне посчастливилось дальше в студенческие времена, когда делал диплом на конструкторском бюро именно Королевском, встречаться с этим человеком. Но вот
спустя годы, спустя вот эти работы и участие в запусках, я нужно сказать, что в этом конструкторском бюро работаю до сих пор. Я могу сказать, и, в общем-то, выражая, наверное, точку зрения всего коллектива в отношении к этому великому человеку. Приходится удивляться, как могло вот сочетаться в характере одного человека, это вера вот в то дело, которое он осуществляет, умение людей заразить этой идеей, подчинить, по сути дела, в работе. С одной стороны, он, конечно, был сильный диктатор в этом, но с другой всегда был справедлив. И об этом все люди, и бывшие работники, отмечают в этом плане. Что касается меня, я вспоминаю мой, по сути, первый знакомство. Но он был определен после окончания Московского авиационного института в его конструкторское бюро, чтобы делать диплом. Ну, как бывает, студенты есть студенты, утром там встречаемся с моим там приятелем, какие-то нашли у нас темы для разговоров, стоим, у нас между двумя корпусами есть такой проход. Ну, и тут я так обратил внимание, что-то весь люди в проходе или прочее, все в коридорах опустели. И идет человек такой, коренастого, такой, коротко стриженный. Прошел, так внимательно нас посмотрел, пошел дальше. Я немножко удивился там. Минут через 5 приедет такая же история. В коридорах народ почему-то пропадает. Идет опять в обратном направлении этот человек. Подходит к нам и так строго: вы что здесь стоите? Ну, мне как в первый момент хотелось что-то такое достаточно невежливо ответить в этом плане. Но понял, так сказать, по упорству, вот, в том жесткости взгляда, в котором я видел. Ну, ответил, что да, мы студенты, диплом делаем. Тут смотрим, глаза у него потеплели. Вы студенты из мои. Да. Ну вот что, ребята, у нас так и положено. Если даже стоишь без КБ, но обязательно с книжечкой. Повернулся и пошел дальше. Ну, мы начали удивляться. Тут подбежал один кто-то инженеров, и мы говорим: а кто такой? Мы, да это же Королев. Вот запомнилась вот эта встреча. Да, он многое пережил, очень много пережил. Но веру в свою идею, в то дело, в котором он посвятил всю свою жизнь, она всегда осталась у него до конца своей жизни. Наши баллистики смогли по архивным документам восстановить реальную траекторию полета Юрия Алексеевича Гагарина. Апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Траектория была выбрана таким образом, чтобы выйти на орбиту где-то 250 километров. С тем, чтобы, если что-то откажет двигатель, который используется для торможения и для спуска, то максимум через 10 дней за счет торможения в атмосфере у них аппарат все равно спустился. Но прошло таким образом выведение, что ракета вывела, при том, что далеко не совершенно была система управления, где-то на 350
Значит, если случись вот эта авария, он уже не вернулся бы живым. При работе двигателя не сработал один из клапанов, который выбрасывает там газ, и который используется для превращения импульса. И поэтому двигатель не доработал. Гагарин, дать ему должное, включил двигатель, и все шло. Но он понял, что доложил, что двигатель кончил работу, якобы. И начал ждать это разделение. А разделения нет и нет, нет и нет. И на ему должное, он сохранил спокойствие, вот этот шарик, который был опутан такими лентами, в этом отделился, поскольку сработал. И он уже пошел нормально. Находясь на парашюте, в этом плане, он узнал это места и думал, что он упадет в Волгу. Но одновременно катапультировал назовский комплект, там, лодка, прочее, так сказать, вытянуло. И он догадался, смог дотянуться там до ножа, отрезать это назовский выход. И благодаря этому, поскольку облегчил задачу для парашюта, он перелетел в Волгу. И сел в Саратове. Ну, а дальше вы знаете эти все встречи там с колхозницей и прочее. Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд не был и прост, людям свет, как дан понес. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдаль по питерской пронесся над землей. Требования, которые предъявляют их профессию, быть совместимы с своим напарником. Поэтому обеспечить физиологическую совместимость. Есть такие. У нас нет такого количества пар и столько космонавтов, чтобы обеспечить эту задачу. Поэтому я считаю, как требование, вот, прежде чем что-то сказать своему напарнику, как ты как бы мысленно ставишь себя на его место и воспринимаешь, как ты эту информацию воспримешь. Поэтому он должен быть терпимым во многих отношениях и анализировать себя и своего напарника. Понимаешь, что, так сказать, по причинам несовместимости придется спускаться в этом плане, тебя не поймут на земле. Смотреть на Землю для космонавта заменяет и все. Так сказать, что мы привыкли здесь в жизни. И телевизор, и театр, кинотеатр, что угодно. Именно как раз, когда есть свободная минута, всегда тянешься к иллюминаторам. Поскольку Земля удивительно разнообразна, удивительно красива во всех отношениях. И не приедается. Когда находишь вот по ориентирам, то вот эти знакомые места, это всегда как воспринимается как открытие. Виток на современных орбитах где-то 90 минут, 55 минут свет, 35 минут тень в этом. Что касается на свету, то видно Земля голубая и со всеми там красками и прочее. Есть такой переходный слой. А дальше черный, как бархат, и звезд не видно. Это Леонов когда-то нарисовал по первому полету звезды на дневной стороне, это не так в этом. А когда входишь в тень, вот здесь появляется действительно огромное количество звезд в этом. Но мы на Земле изучаем, у нас планетарий, все 88 созвездий, которые и южного, и северного полушария. Ну вот когда такое количество звезд, первоначально теряешься, иногда даже знакомые
созвездие представляет трудность найти. А потом привыкаешь, все нормально, по-моему. Вместе с французами полетим был у нас такой прибор пирамид, называется, который позволял фотографировать звездные созвездия и усиливая вот поток света от этих источников где-то 10 в пятой степени. И на Земле мне показали снимки, которые мы сделали. Это такое месиво звездных миров, что трудно представить, что в этом месиве не созданы такие же условия, как на Земле. Они обязательно, вот я чисто верю, это они такие существуют. Но вот эти огромные расстояния, так сказать, и пока неумение, так сказать, человечества летать со скоростями света не позволяет нам достигнуть. И думаю, пока в ближайшее время об этом говорить даже рано. Это удел фантастики. Но то, что разум существует вне Земли, у меня мое твердое убеждение, это так. Я часто рассказываю тот случай, который прошел у нас на орбите. Мы прислали на одном из грузовиков, мы начинали длинные космические полеты, видим магнитофон. Он, видим магнитофон, знаете, такой, как раньше, с катушками или прочим. Но он, естественно, где-то такой на первой же неделе сломался. Но было, с другой стороны, обидно, прислали кассету, надо что-то посмотреть. Начали его чинить там, как могли в этом плане. Ну, вот я помню, закончил фильм, занимались физическим упражнением, я закончил немножко пораньше, говорю Володе, Владимир Коваленок, мой командир был. Я говорю, я продолжаю работать в этом плане. Ну, я схватил первую кассету, начал там ковыряться с головками или прочего. И в этот момент... в том вот атмосфере того шума, того привычного совсем, уже через 20 с лишним месяцев там раздается такой звучный голос. Здорово, отцы! Ну, не знаю, у меня на спине что-то похолодало, прямо скажем. Смотрю, командир смотрит такими тоже глазами. И смотрим, вот так мы смотрели. И потом все-таки экран проявился. Но белое солнце пустыни, напомните такой момент, когда он обращается к сокалам, а те ему отвечают, давно здесь сидим. Ну, короче, серьезно испугались. Потом, кроме смеха, ничего не вызывало, конечно. Ну, это имеет свою предысторию. Нужно сказать, что я в Москве, я уже в течение 20 лет возглавляю теннисный клуб теннисистов-космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Клуб выступает постоянно учредителем ежегодных теннисных соревнований, которые проводятся в Гагаре, Абхазии. Ну, теннис, самая игра в наше участие, она имеет такое замечательное свойство. Она сначала людей знакомят, сближает, потом делает друзьями. И вот в течение ряда лет я приобрел много друзей здесь, в Абхазии. Что касается культуры, доводилось несколько раз ансамбли абхазских девушек и джигитов, можно сказать. Производит впечатление, прямо скажем. А больше всего производит, конечно, впечатление природа. Природа богатейшая. Я думаю, когда абхазский космонавт полетит в это пути, он первым делом будет искать свой уголок. И неизменно его найдет.